Проектно-сметная документация по реконструкции театра оперы и балета республики пройдет госэкспертизу до конца будущего года. Об этом заявила министр культуры Коми Мария Балмастова во время рассмотрения в парламенте региона госпрограммы развития культуры и туризма. А вот что касается реконструкции Национального драмтеатра, то сегодня проектно-сметная документация по нему уже на экспертизе, и в случае положительной оценки работы начнутся в первом квартале следующего года. Елена Кононова расскажет подробнее. Культурная сфера региона развивается в правильном направлении, отмечают парламентарии Коми. Депутаты сами смогли оценить во время своих визитов в районы трансформацию библиотек в модельные, оснащение музыкальных школ инструментами и оборудованием, ремонт и модернизацию сельских клубов. Половину домов культуры в республике, например, на сегодня уже привели в порядок. Остальные ждут своей очереди. Обновление сельских учреждений идет по нацпроекту «Культура» за счет федеральных средств. На поддержку городских ищут другие возможности. В неудовлетворительном состоянии находится 23% зданий и сооружений, которые всего по Республике Коми. Мы ставим перед собой задачу максимально их охватить, те объекты, которые у нас есть. Но это прежде всего подготовка проектно-сметной документации со стороны муниципальных образований. И вот мы, о чем мы говорим, здесь такая стоит задача, что при подготовке проектно-сметной документации у нас есть возможность заявиться в федеральные адресные программы по привлечению средств из федерального бюджета. Так, в 21-м Пашге достроят долгожданный социокультурный центр. 6 учреждений отремонтируют. 17 домов культуры оснастят современным оборудованием. Есть подвижки и по реконструкции 2 театров в республике. По театру оперы и балета в планах разработка проектно-сметной документации, которая уже в конце 22-го должна пройти госэкспертизу. А вот по Национальному драмтеатру уже вот-вот будет ответ. В случае положительного работы начнутся в начале следующего года. Сегодня, как я уже отметила в своем докладе, мы ждем нашу проектно-сметную документацию положительного решения, чтобы сегодня нам привести в порядок крышу и кровлю в концертном зале, чтобы у нас в ближайшее время труппа могла вернуться в свое здание и продолжать работу в стенах театра. Вот. А что касается у нас постройки либо ремонта здания, которое сегодня у нас есть. То есть ведут сейчас переговоры с профсоюзами, где сегодня у нас театр располагается. Вот, ждем сегодня, в ближайшее время у нас будет с ними встреча, и после этого, наверное, мы сможем ответить, то есть к какому решению мы придем. Для подпрограммы по охране объектов культурного наследия Коми 2 последних года были, можно сказать, самыми урожайными. Оно и, понятно, во многом постигнуло столетие республики. Было выделено достаточно средств, чтобы привести в порядок фасады и здания памятников архитектуры и монументальных скульптур. На следующий год уже ожидаемо такой радужной картины не будет. И виной этому пандемия. Большая часть средств уходит на борьбу с ковидом. Тем не менее, поставленные цели управление будет выполнять. Одна из них – утверждение зон охраны объектов культурного наследия. Это тоже достаточно дорогостоящее мероприятие. Есть поручение президента по этому поводу, что у каждого памятника вокруг его архитектурного памятника, или монументального, должна быть зона охраны, в которой не разрешается ничего строить. Должны быть разрешенные зоны по строительству, в которых указано, сколькиэтажное должно быть строительство, какой формы, какого конструктива и так далее. Вот эти зоны нам необходимо сделать. По поручению президента нам дается на это 2 года. Пандемия повлияла и на сферу туризма. В первую очередь сократилось число туристических агентств и других организаций, предоставляющих услуги. Если в 2019-м их было 228, то на начало этого года на 24 меньше. Тем не менее, от этого поток туристов в самые заветные уголки Коми края не иссяк. Мань-Пупунер, да и национальный парк с ее величайшими вершинами Нардна и Монорага, они сегодня очень привлекательны для туристов. И мы, если, например, по национальному парку мы видим только 15% увеличения по сравнению с прошлым годом, но и с 19-м там есть идет процент, определенный рост идет. Но по заповеднику мы сегодня имеем по сравнению с 19 годом практически 2,5 раза увеличение потока туристов.
Но если мы хотим, чтобы туризм действительно начал развиваться в полную силу, необходимо разработать отдельную госпрограмму, предлагают депутаты. И уже в следующем году нужно рассмотреть ее финансирование, оценить вложения, просчитать эффект. И, конечно, как подчеркивают муниципалитеты, с обязательным строительством дорог, чтобы туризм в Коми не ограничивался только красивыми буклетами. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.